Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Подозреваемый, ранее судимый, 34-летний житель Сунтарского района. Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, имеющий влияние в уголовно-преступной среде во время отбывания наказания в колонии, расположенной на территории Челябинской области, с сентября 2008 по июнь 2015 года за совершение особо тяжкого преступления получил поддержку так называемых воров в законе. Следствие установило, что, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии и безоговорочным авторитетом, он придерживается, распространяет и сохраняет воровские законы и традиции, наблюдает за их соблюдением другими, подчиняет своей воле, дает указания и распоряжения лицам, имеющим более низкие криминальные статусы. На данный момент мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. 28-летний житель города Удачного хотел оформить кредит, но лишился более 35 тысяч рублей. Молодому человеку позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он предложил оформить кредит на сумму в 350 тысяч рублей с низкой процентной ставкой. Не желая упускать выгодное предложение, мужчина сразу согласился. Тогда лжебанкир сообщил, что для этого необходимо оплатить страховку в сумме 3,5 тысяч рублей, а также перевести на указанный им счет более 30 тысяч рублей, якобы в целях подтверждения платежеспособности. Поверив мошеннику, потерпевший отправился к ближайшему банкомату и перевел всю запрошенную сумму. Когда ему вновь позвонили и попросили перевести еще более 20 тысяч рублей, якобы за доставку банковских документов, мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию. Хотел подзаработать на цветах и стал жертвой мошенников. У индивидуального предпринимателя из Якутска лжепредставитель компании по продаже цветов обманом похитил почти 700 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что к предстоящему Международному женскому дню он решил приобрести 20 тысяч тюльпанов из Москвы для продажи в столице республики. Он зашел в 2GIS, крупную компанию по оптовой продаже цветов, и оставил на сайте заявку. В ходе переписки предприниматель согласовал все условия и заключил договор. Затем он отправил оговоренную сумму на указанный счет лжепоставщика. После подтверждения поступления средств потерпевший обнаружил, что телефоны компании отключены и сайт удален, рассказали в полиции. Стражи порядка призывают быть особенно внимательными при заключении дистанционных сделок с сомнительными поставщиками. Перейдем к происшествиям в других регионах. В поисках счастья новокузнецкие спасатели достали из мусоропровода мужчину, искавшего закладку. Беднягу обнаружил местный житель, который, невзирая на плохую примету выносить мусор вечером, отправился с ведром на лестничную площадку. Из мусоропровода он услышал человеческий голос. Спустившись на нижние этажи поближе к источнику шума, он заглянул в трубу мусоропровода и увидел человека. Между мужчинами произошел занимательный диалог, из которого стало понятно, что за закладкой обитатель мусоропровода приходил не один, а с другом, который кинул его впоследствии. Провалившийся в мусоропровод парень настоятельно просил обнаружившего его мужчину вызвать аварийку и скорую. Мусоропровод оказался не самым безопасным местом, и за время пребывания там мужчине успело пробить голову и спину прилетевшими сверху бутылками. Костян! Ты что там делаешь, мужик? Вот не могу выбраться. А как ты попал туда? Ну вот это, вызовите аварийку. А как ты попал туда? А руку дайте тогда вот так вот. Я тебя не вижу, какая рука? Ну, крюк какой-нибудь. Как ты упал туда? Ну, вот так вот как. Дай крюк, пожалуйста. Сейчас я позвоню. Позвони. Тебя пробило там, нет? Да. Сейчас я позвоню, жди. Это, скорую пускай тоже вызывают. Ты за закладкой лазил? Че лазил? За закладкой? Ну, Да? да. Закладка упала? Где друг твой? Ушел. Блядь, кинул тебя? Да. Ты там стоишь или держишься? Держусь. Понятно. В течение получаса на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части номер 5 города Новокузнецка, которые вызвали мужчину. До машины скорой помощи пострадавшего на своей спине доставил один из пожарных. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.